Как и во все предыдущие годы, в 2022 году Конгресс уделял значительное внимание информационной работе. Стоит особо отметить, что в феврале по инициативе посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани командой ВАК была организована пресс-конференция депутата Матео Дел Осо на тему «Право народов на самоопределение Абхазии. Большая Европа». Она прошла в парламенте Италии. В конференции приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков. В рамках проекта «Амаза» о нематериальном наследии абхазов и абазин снят еще один фильм. Он посвящен абхазской песне. В разработке 3 ролика о свадебных обрядах, изготовлении национальных инструментов и кодексе Апсуара. Также этим летом ВАК организовал первый показ нового короткометражного фильма «Асыс», режиссером которого стала выпускница ВГИК Амина Кварче. При поддержке Конгресса на английский язык перевели абхазский мультфильм Астамура Квициния «Геройство Абраскила». Над переводом работала главный редактор инфопортала Амина Лазба. Команда ВАК реализовала несколько проектов в сфере образования и здравоохранения. Так, в сентябре при Сухумском офисе открылся новый отдел по образованию, социальной активности и здравоохранению. Отдел запустил серию тренингов по оказанию первой помощи и профориентации. Продолжает работу дискуссионный клуб под руководством Рустама Зантария. Деятельность клуба на сегодня посвящена вопросам Апсуара. Продолжил свою работу и лекторий, в рамках которого историк, член Высшего совета ВАК Джембул Инчгия провел 3 лекции о культуре и истории абхазского народа. Первую благотворительную акцию в этом году ВАК посвятил многодетным семьям Гагарского района, для которых в дни новогодних каникул была организована поездка в Сухум. В рамках акции «Тепло души» были розданы комплекты одежды и обуви нуждающимся. На День защиты детей в июне Конгресс устроил выставку детских рисунков в столице, а накануне праздника в селе Отхара прошло занятие для детей с абхазскими национальными играми и тренингом по правильной осанке. В июле в Карачаево-Черкесской республике состоялись 7-е игры народного база. В рамках данного фестиваля в Черкеске прошел День культуры абхазо-абазинского этноса и День абхазского флага. Но основные мероприятия, конечно же, были намечены на декабрь месяц. Это проведение 8-го съезда Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который проходил в течение нескольких дней. Всего съезд собрал в столице Абхазии около 130 делегатов из Турции, Голландии, Германии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Абхазии. Проведение съезда совпало с юбилейной датой организации 30-летием со дня ее основания. Председатель Высшего совета ВАК и команда Конгресса получили многочисленные поздравления. На церемонии открытия присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. В ходе работы съезда на пост председателя Высшего совета ВАК был вновь избран Муса Экзеков. То, что сегодня переизбрали, я хочу поблагодарить всех искренне за доверие. Это прежде всего доверие. Я сделаю все, чтобы вместе со своей командой оправдать это доверие. Но это большая ответственность на самом деле. На съезде были подведены итоги 5-летней деятельности, утвержден новый состав Высшего совета, внесены изменения в устав, подписано несколько соглашений о партнерстве. Финансовый отчет о расходах Конгресса за 5 лет составил 100 миллионов рублей, львиная доля из которых 85 миллионов. Это существенная финансовая нагрузка, и сегодня становится особенно актуальным поиск решений по расширению источников финансирования. Конгресс открыт к любым идеям и предложениям. На сегодняшний день ВАК – это команда единомышленников, каждый из которых вкладывает большие усилия и душу в общее дело для достижения главной цели – шаг за шагом помогать абхазо-абазинскому народу не только сохраниться в качестве уникального и самобытного организма, но расти, развиваться и процветать. Чем для меня значим этот год? Обретением команды, обретением, я уже повторюсь, такого лидера, который у нас есть. Вот, и возможностью, в принципе, работать на благо своей Родины. Это же, по-моему, прекрасно. Прошедший год, как в целом 5 лет, был плодотворным. И последующие годы должны быть не только такими же, а гораздо лучше. Такие цели ставит перед собой команда ВАК и будет идти к ним, несмотря ни на что. Ведь дорога возникает под шагами идущего. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.